Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с профсоюзами, органами контроля и правоохраны проводится системная работа по предупреждению и пресечению нарушений в сфере охраны труда. Какая ситуация складывается в этой сфере, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Нана Агачонова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры республики. Нана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю начать с главного. Какая ситуация на сегодня складывается на территории республики, вот именно с соблюдением трудовых прав? У нас на сегодняшний день приоритетным надзорным направлением органов прокуратуры продолжается оставаться защита прав граждан на охрану труда. В регионе у нас зарегистрировано свыше 20 тысяч работодателей, где работает около 500 тысяч граждан. При этом, безусловно, основной проблемой республики остается высокий уровень производственного травматизма и профзаболеваний. В прошлом году органами прокуратуры республики было выявлено около 1000 нарушений в сфере охраны труда, в том числе приведших к несчастным случаям на производстве. При этом, по данным Гострудинспекции, в 2023 году было зарегистрировано 72 несчастных случая с тяжелым и смертельным исходом, в которых пострадало 79 работников, из них 19 погибло. Поэтому на сегодняшний день, с учетом того, что причиной основной травматизма является неудовлетворительная организация производства работ, этот надзор у нас находится на особом контроле. Вот вы вначале отметили определенное число нарушений, зафиксированных прокуратурой. Это число, оно от года к году меняется? Остается примерно на том же уровне. На том же уровне. Да, То есть, да. А с чем это можно связать? Это можно связать с тем, что у нас законодательство периодически изменяется, меняются требования, и в последнее время они ужесточаются. Я предлагаю поговорить про гарантии работников, которые предусмотрены трудовым законодательством. Что они в себя включают? В рамках организации трудового процесса работодатель обязан обеспечить, во-первых, безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. Работодатель должен обеспечить соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда. Также работодатель обязан проводить реализацию мероприятий по улучшению условий охраны труда, систематически выявлять опасности и профессиональные риски. Также работодатель в силу закона должен обеспечить работнику режим труда и отдыха. Также должен, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты, прохождение ими медицинских осмотров. Медицинские осмотры у нас могут быть то есть до поступления на работу, потом периодические, это ежегодные, в большинстве случаев. Кроме того, работодатель обязан обеспечить обучение работника по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию и применению средств индивидуальной защиты, то есть как правильно их применять. Должен также работник пройти инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, это для отдельных категорий работников, и проверку знания требований охраны труда. Безусловно, одна из важных здесь направлений – это обеспечение безопасности жизнедеятельности на предприятии. Что делать в случае, если работодатель эти условия не создает? Куда жаловаться? Во-первых, основное, конечно, требование – это то, что работодатель должен провести на рабочем месте специальную оценку условий труда. Потому что в зависимости от тех или иных внешних факторов они могут быть вредными, либо опасными. Вредные – это когда работнику условия труда непосредственно могут воздействовать на состояние его здоровья. А опасные – это в зависимости от тех или иных применяемых производственных либо технологических процессов, когда работник может получить вред здоровью. Какие аспекты предусмотрены законодательством в плане именно прохождения медицинских осмотров? Работодатель обязан обеспечить прохождение предварительного медицинского осмотра, то есть это до поступления работника на работу. В течение уже его трудовой деятельности работодатель должен организовать прохождение работниками периодических медицинских осмотров. Это в целях того, чтобы выявлять есть ли какое-то воздействие на здоровье его работников, либо, может быть, у кого-то какие-то патологии, чтобы своевременно выявить и предупредить профессиональные заболевания.
Кроме того, значит, для отдельных, ну, в зависимости от отрасли также, да, работники должны проходить эти медосмотры, например, кто в шахтах работает, да, либо для водителей. Но водители вообще проходят предрейсовый, то есть ежедневный медицинский контроль. Также они проходят, например, психиатрическое свидетельствование. И, ну, вообще в целом периодичность прохождения медосмотров, она зависит от той либо иной профессии. Ну и, конечно же, там, где условия вредные, то там тем, значит, как сказать, требования жестче. Ну, то есть для предприятий, где условия труда не вредные или не близки к вредным, то там совсем другие требования, правильно? Ну да, да. А вот если говорить про нарушение прав работников на охрану труда, какие наиболее часто допускают работодатели? Ну, наиболее часто работодатели допускают, ну вот опять-таки не направляют работников, не организуют прохождение медицинских осмотров, не проводят специальную оценку условий труда. Специальная оценка условий труда важна для чего? Во-первых, для того, чтобы установить работнику доплаты за вредность, да, которая тоже варьируется. Чем выше степень вредности, тем больше у него доплата. И во-вторых, для того, чтобы обеспечить его, ну, теми или иными средствами индивидуальной защиты. Потому что, ну, например, если работодатель не провел СОУТ, ну, специальную оценку условий труда, ну, например, на лесопилке, соответственно, он не выдает средства индивидуальной защиты. Там обязательно люди работают с пылью, да, вот от дерева и прочего. И, соответственно, они должны применять защитные маски. Они работают без этих масок. И дальше, соответственно, не получают доплату, к примеру. Ну, вот так. То есть работник вправе отказаться выполнять любые действия, пока не проведется то самое обучение по охране труда? Нет, специальная оценка условий труда. Ну, работник, да. При этом обязанность работодателя есть, что он должен довести до сведения работника обо всех вредных факторах, которые имеются на его рабочем месте. И обязательно, если работодатель проводит специальную оценку условий труда, он должен ознакомить его с результатами этой оценки, поскольку, может быть, работник будет не согласен с той степенью вредности, которая ему установлена. А вот что в таких случаях делают? Если, допустим, работник не согласен со степенью вредности, а работодатель, ну, у него свое, так скажем, мнение на этот счет? Ну, специальная оценка условий труда у нас проводится специализированными организациями, которые аккредитованы, да, у нас федеральным центром. И если работник не согласен с результатами, он, во-первых, может обжаловать это решение в Государственную инспекцию труда. Во-вторых, он может вот, непосредственно у нас обратиться в Министерство труда и социальной защиты Республики Саха-Якутия, который может перепроверить результаты этой оценки, да, насколько она качественно и достоверно проведена. Либо может обратиться в суд, либо к нам, прокуратуру. А какая ответственность сегодня предусмотрена работодателю за нарушение требований охраны труда? Ну, у нас установлены различные виды ответственности. Ну, во-первых, это дисциплинарная, она в первую очередь и по большей части касается тех должностных лиц, которые непосредственно в организации уполномочены на осуществление, ну, проведения мероприятий по улучшению условий охраны труда. Во-вторых, это административная ответственность, которая предусмотрена статьей 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях. В зависимости от того, кто совершает правонарушение, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, наказание варьируется в виде штраф от предупреждения до штрафов, либо дисквалификации, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц приостановление деятельности до 90 суток. Кроме того, у нас установлена уголовная ответственность статьей 143 Уголовного кодекса, которая, значит, в зависимости от того, какой вред причинен, тяжкий, либо нарушение, значит, требований охраны труда повлекло смерть человека, либо двух человек, устанавливает различные категории тяжести наказания, в том числе и лишение свободы. Ну, меры более чем серьезные, да, я понимаю. Да. Анна Васильевна, вот вы упомянули, что можно пожаловаться в трудовую инспекцию государственную. Да. Это чем-то для работника чревато? Или это можно сделать анонимно? Конечно, он может сделать это анонимно. Никаких последствий это не повлечет. То есть со стороны работодателя, например? Да. А вот если говорить о защите трудовых прав, продолжим нашу сегодняшнюю тему, как работнику защитить свои трудовые права, в какие органы в первую очередь нужно обращаться?
Ну, во-первых, у нас есть орган контроля федеральный, это Государственная инспекция труда в Республике Саха-Якутия. А во-вторых, значит, это есть комиссии по трудовым спорам, ну, там, где они созданы в организациях уже непосредственно. А работник также может обратиться в профсоюзный орган в своей организации, если тоже такая ячейка создана профсоюзная. Также он может самостоятельно защитить свои права в суде, либо также может обратиться. Я уже сказала, в прошлом году у нас было зарегистрировано 72 несчастных случая, тяжелых и смертельных, и 19 работников погибло. И у нас проверками устанавливается, что работодатели очень часто своевременно не уведомляют уполномоченные органы о том, что на территории их предприятия произошел несчастный случай, либо с их работником произошел такой случай. Нарушаются сроки расследования несчастных случаев на производстве. Комиссию обычно создает работодатель во главе с инспектором, государственным инспектором труда, либо Ростехнадзор, это если промышленная организация. И когда затягивается, значит, расследование, соответственно, затягиваются сроки передачи материалов расследования в орган социального страхования для того, чтобы работникам либо членам его семьи могли быть начислены страховые выплаты. И кроме того, я бы хотела особо отметить, что работник помимо страховых выплат имеет право на возмещение материального и морального вреда. Бывает очень часто такое, что работодатель возмещает материальный вред, то есть, например, работник ногу сломал, да, и работодатель оплачивает ему часть лекарств, которые он приобрел, но при этом работники должны также знать, что они имеют право и на возмещение морального вреда, потому что человек сломал ногу, лежит, например, месяц дома, да, из них или в половину в больнице. Соответственно, он теряет, утрачивает свою функцию вести тот нормальный образ жизни вне работы, да, который он мог бы вести. И, соответственно, в таком случае он получает определенный моральный вред. Поэтому вот по таким фактам я предлагаю обращаться к нам, да, чтобы мы могли в интересах работников обращаться в суд. На сегодняшний день у нас практика имеется, она положительная. Взыскиваем минимальную сумму от 100-300 тысяч. Мы, безусловно, говорим о правах сегодня работников. А если говорить о правах работодателя, как они здесь защищены? Но опять-таки, как они защищены? Допустим, сотрудники же могут сами самостоятельно, осознанно или неосознанно нарушать различные меры охраны труда. У нас законодательно также предусмотрены определенные меры воздействия, не меры воздействия, а определенные гарантии работодателю, чтобы работник не злоупотреблял своим правом. Во-первых, работник обязан пройти обучение по охране труда. Да? Если он не проходит обучение, то работодатель может его отстранить. Соответственно, период отстранения заработная плата ему не выплачивается. Он должен правильно применять средства индивидуальной защиты. К примеру, если происходит несчастный случай, и в ходе расследования которого устанавливается, что работник неправильно применил средства индивидуальной защиты, и это послужило, способствовало несчастному случаю, то, соответственно, степень вины работодателя она будет снижаться, и, соответственно, выплаты, которые работнику положены, они также будут в процентном соотношении снижаться. Анна Васильевна, я уверен, что со временем, благодаря вашей работе, в том числе и просветительской, той, которую мы сейчас ведем, подобных нарушений у нас хочется верить, что станет меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.